Сами Кольского полуострова побывали на Ибице. Так называется мультифестиваль, который состоялся в финно-угорском этнопарке Республики Коми. В этот раз фестиваль собрал участников из 10 разных регионов России и финно-угорских стран. Внимание! Марш! Так стартовало открытое первенство по велосипедному спорту, а вместе с ним и самое масштабное культурное событие в Коми – Ибица-2013. Участников велогонки подстегивал не только спортивный азарт, но и призы велосипеды. Непростая трасса, капризы погоды добавили остроты состязаниям. Трасса прекрасно организована, очень скоростная. Единственное, перед финишем подъема он, конечно, вырубал многих участников. За полчаса, который длился наш велокросс, погода изменилась от солнечной до моросящего дождя. Все это за очень короткий отрезок времени. Это добавило гонке определенного азарта. В это время местные киберспортсмены и гости устроили интеллектуальные баталии. Здесь все по-настоящему, как и в большом спорте. К счастью, во время эмоциональных матчей до битья клавиатуры не дошло. Нет принципиальной разницы между той же футбольной какой-нибудь лигой и турнирами по World of Tanks, допустим. Любители велотриала из Санкт-Петербурга удивили зрителей господством над земным притяжением и нечеловеческой ловкостью. Добровольные участники шоу демонстрировали истинную смелость. Очень страшно вообще. То есть, на самом деле, я видел, в Ухте они выступали на День города с такой же программой. И я подумал, ничего страшного, в общем-то, не будет. То есть, я знаю, что все будет в порядке. Лег и понял что все. Вот с этого момента я боюсь. Наши земляки-мурманчане привезли на Ибицу программу этнических песен и танцев. Впервые вообще в Коми СССР. Хотелось сюда попасть, потому что у нас тоже есть Коми-Ижма. С наступлением темноты Ибица зажила совсем другой жизнью – ночной. Во имя спокойствия местных жителей звук приглушили, но это не стало препятствием общему веселью. Нас точит семя Орды, нас гнет ярмо басурман, но в наших венах кипит небо славян. В это время к своему выходу на главную сцену готовились бурановские бабушки. Еще в прошлом году нас приглашали, у нас уже были договоренности, но сорвалась эта поездка к вам. Как мы можем вам отказать? Уж в Коми-то как мы можем отказать? Фаер-шоу, кульминации первого дня фестиваля, дождались лишь самые стойкие. Впрочем, огненное действо того стоило. Главным событием второго дня на Ибице стало выступление финской рок-группы «Rasmus». Бурановские бабушки вчера составили компанию группе Rasmus, но группа Rasmus была уставшая, поэтому они пошли спать, а бабушки продолжали тусить до самого утра и даже звали группу присоединиться к их тусовке бурановской. Насыщенной и зрелищной была и остальная программа мультифестиваля. Нынешняя Ибица, вопреки непогоде, удалась.